В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В Якутии в ДТП пострадали 9 человек. Следователи начали проверку. Эпидобстановка в Алекминском районе стабилизируется. Первые новорожденные этого года в Якутии получили сертификаты «Дети столетия». Следственный комитет Якутии проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали люди. Накануне на 151-м километре дороги Вилюй водитель автомобиля Subaru Impreza выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace. В результате пострадали 5 пассажиров микроавтобуса и 4 пассажира легкового автомобиля. Среди них 4 несовершеннолетних. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Следователи установили, что водитель микроавтобуса является индивидуальным предпринимателем и осуществляет регулярные перевозки пассажиров по междугородним маршрутам. В рамках процессуальной проверки будут опрошены все участники дорожно-транспортного происшествия, проведены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить точную причину произошедшего. После будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Тем временем прокуратура организовала проверку по факту 2 дорожно-транспортных происшествий в Горном районе. За воскресенье пострадали 16 человек, в том числе 5 детей. Водитель одного из автомобилей скончался от полученных травм. В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение норм безопасности дорожного движения, безопасность пассажирских перевозок и качество транспортных услуг, а также содержание автомобильных дорог. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры. За ночь проведено 5 операций, 1 обширная полостная операция и 4 операции на конечностях по репозиции отломков костей. Санитарная авиация, медицина катастроф сегодня ночью провела 2 рейса, 2 борта вылетело, и все 4 ребенка переведены, и кроме них еще и 3 взрослых переведены в республиканскую больницу номер 2. По ДТП на 130-м километре федеральной автодороги Вилюй пострадавших 7. 6 человек осмотрены, проконсультированы и получили медицинскую помощь и отправлены на амбулаторное лечение. 1 человек в крайне тяжелом состоянии, в коме, на искусственной вентиляции легких. Айсан Николаев поручил принять меры для того, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Глава Якутии отметил, что в целом по республике наблюдается снижение темпов заболеваемости. Однако опасения вызывает то, что к началу рабочей недели выросло количество регистрируемых случаев. Если в начале прошлой недели было зафиксировано 70 случаев, то на сегодня 85. Помимо этого растет заболеваемость по городу Якутску. Оперативным штабом на местах поручено предпринять все необходимые меры для того, чтобы не допустить подъема заболеваемости. Риски дальнейшего распространения COVID-19, в том числе штамма омикрон, наиболее высоки. Это связано с тем, что в период каникул люди активно перемещались по районам республики и в целом по стране, выезжали за границу. Между тем, основной подъем заболеваемости коронавирусом прогнозируют в феврале. Единственный способ надежно себя защитить – это вакцинация. Как работают прививочные пункты и какие препараты есть в наличии в республике, расскажет Мадина Халикова. Вирус стал заразнее и распространяется быстрее. 3-й год мир живет в условиях пандемии коронавируса. И формы инфекции постоянно мутируют. Не успели люди оправиться от тяжелой дельты, как ей на смену пришел более контагиозный омикрон. И пока в Якутии его еще нет, но после длинных выходных вероятность завоза не только из-за границы, но и регионов очень высока. Специалистами в ближайшее время прогнозируется рост заболеваемости, вызванной новым штаммом омикрон. Этот штамм будет характеризоваться преимущественным поражением иммунной системы, очень высокой заразностью и способностью к быстрому распространению, что, конечно, может вызвать перегрузку системы здравоохранения. После осенней волны заболеваемости сейчас идет значительный спад, и тому причина – высокие темпы вакцинации. Жители республики даже в новогодние праздники проявляли ответственность и приходили в прививочные кабинеты, которые не прекращали работу. В праздничные дни мы работали ежедневно с 9 до 3.
Ну, и средний темп вакцинации у нас был. За вообще новогодние праздники мы вакцинировали около 400 человек. На данный момент все вакцины у нас в ковид Гамковид-Вак, Спутник Лайт, Эпивак Корона и Ковивак. Призываю население вакцинироваться, так как идет очень опасный штамм ковида. Это получается омикрон штамм, да. После вакцинации, конечно, защита будет намного лучше. Нельзя забывать и о ревакцинации. Проводить ее нужно спустя 6 месяцев после получения прививки либо перенесенного заболевания. Кроме того, уже есть случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом, что характеризуется резким подъемом температуры и потерей вкуса и запахов. Это обычная практика уже. Микс инфекций разных ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. В общем, клиника ничем не отличается от новой коронавирусной инфекции и от гриппа. Симптомы схожи и выявляются в основном только лабораторно. В феврале мы ожидаем подъем заболеваемости, и сейчас самое подходящее время получить вакцину и выработать иммунитет. Чтобы остановить распространение коронавируса и вернуться к нормальной жизни, необходимо, чтобы привилось 80-90% населения. Сейчас в республике этот показатель чуть более 70% среди взрослого населения. Прививочные пункты ежедневно работают во всей республике. Записаться можно как по телефону, так и на портале госуслуг. Мадина Халикова, Григорий Охлопков, Якутск. На сегодняшний день ситуация по коронавирусной инфекции в Алекминском районе стабилизируется. Общее число пациентов на стационарном лечении – 7 человек. Праздничные дни для Алекминской центральной районной больницы прошли достаточно спокойно. Между прочим, значительное число алекминчан использовали эти дни, чтобы пройти вакцинацию. У нас получает лечение 7 пациентов, из них 3 в ковидном, то 4 в провизорном отделении. Амбулаторное лечение получает 19 человек, но здесь этот период с 31 по 9 января, за этот период. На сегодняшний день процент вакцинации у нас на сегодня утром мы достигли уровня 70% от общего числа взрослого населения, но здесь и входит и ревакцинация. За эти выходные новогодние с 31 по 9 у нас где-то больше 700 человек по району привились. В Хангаласском Улусе выписали первых детей столетия. Мальчик Иннокентий и девочка Илона появились на свет в роддоме города Покровска. Их семьи стали первыми в районе обладателями сертификата номиналом 100 тысяч рублей в рамках столетия Якутской ССР. Напомним, средства сертификата можно использовать по 8 направлениям. Наш сын родился 6 января 2022 года в 14:03. Рост его составляет 50 сантиметров и 3 килограмма 660 граммов. Уже знаете, как назовете его? Да, в честь дедушки Иннокентий. Вообще вы, наверное, не ожидали, что вот получите такой сертификат «Дети столетия». Есть уже какие-то мысли, на что вы направите эти средства? На улучшение жилищных условий. Также торжественное вручение республиканских сертификатов «Дети столетия» состоялось в Верхневилюйской центральной районной больнице. Обладателями стали 4 семьи. Родились 2 девочки и 2 мальчика. Состояние детей и матерей хорошее. Кроме сертификатов, семьям также вручили памятные подарки и цветы. Престиж именно полной семьи сейчас, мне кажется, не такой высокий, поэтому каждое наше действие, каждое наше какое-то событие, оно всегда должно подчеркивать именно то, что семья, полноценная семья, в которой растут желанные, любимые дети, это всегда должно быть в приоритете. Поэтому мы всегда на это нацелены, на это и работаем. Власти Якутии намерены ускорить решение самых острых проблем материнства и детства. Этот год объявлен годом матери. Таким образом, планируется предоставить различные льготы и меры поддержки матерям и их семьям. Об уже известных льготах расскажет Марферина Алексеева. На сегодняшний день уже десятки семей в Якутии получили 100 тысяч рублей из целевого капитала «Дети столетия», установленного главой республики Айсеном Николаевым в честь юбилейного года. Данная мера поддержки предоставлена всем семьям, проживающим на территории республики, при условии рождения у них детей с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно. Средства семьи могут использовать в 8 направлениях. По направлению высокотехнологической медицинской помощи для детей, образовательных
направление. Добавилась еще у нас страховка детей. Кроме этого, погашение в кредитных организациях финансовых средств, приобретение лично подсобном хозяйстве. Также Айсен Николаев поручил правительству оценить и внести соответствующие предложения по разработке дополнительных механизмов ликвидации очередности обеспечения жильем многодетных семей. Данный вопрос должно решить в течение 5 лет. Помимо этого, якутские семьи с 5 и более детьми освободят от налога на имущество физических лиц. Будут увеличены единовременные выплаты для многодетных матерей, родивших и воспитавших 7 и более детей от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. А в дополнение к 5 номинациям республиканского фестиваля «Семья года» утверждены еще 2 дополнительные номинации – «Приемная семья» и «Золотая семья». Всем номинантам предусмотрены денежные средства в размере 300 тысяч рублей. Это только вознаграждение 300 тысяч, а на самом деле это дает популяризацию именно семей, категории семей в нашей республике. В течение прошедших лет количество участников становится все больше, и именно популяризируя их образ жизни среди других семей, мы повышаем качество семьи. В этом году меры социальной помощи семьям с детьми расширяются и будут активно дополняться. Надежду на этот год возлагают и матери приемных семей. Они надеются и считают справедливым, чтобы их права приравняли льготам многодетных семей. Жанна Нуриманова со своим супругом воспитывают 9 детей. Они уже во 2-й раз принимают свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году прервалась жизнь нашего хорошего друга. Вот у него остались 4 дочери. Ну, мы решили с мужем, что друзьями надо быть всегда. И поэтому решили взять девочек. Хотелось бы получать субсидированные билеты, то есть детей вывозить на отдых куда-то. Мы ставили этот вопрос насчет, чтобы нас приемные семьи включали в многодетные. Отказ приходит. Вопрос о поддержке приемных семей также не остался без внимания. Глава республики поручил увеличить базовый размер вознаграждения таких семей в 2 раза. Айсен Николаев отметил, что приемные семьи – это люди с активной гражданской позицией и открытой душой. И поддержкой со стороны руководства республики станет стимулом для создания новых приемных семей. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. К этому часу у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.